До открытия нового главного медучреждения Кантышева осталось немного. Оно возводится прямо напротив старого, в самом центре села. Для врачей и пациентов будут созданы все условия. Ход строительства помимо технадзора проверяет Минздрав. Но по тому трапу, по той лестнице поднимаетесь и вот заходите сюда в детское отделение. Там уже взрослые. Строительство ведется в рамках национального проекта здравоохранения и федеральной целевой программы «Модернизация первичного звена». Сейчас основной фронт работ завершен на 90%. По строительно-монтажной части все работы завершены, ожидаем оборудования, и по факту монтажа оборудования будут устранены всякие недочеты, которые возникают с монтажом оборудования. И в принципе планируем завершить и сдать объект ближе к концу лета. Где-то конец августа, скорее всего, возможно, начало сентября. Объект в вопросе здравоохранения в полной мере сможет обеспечить село с населением около 17 тысяч человек. 38 кабинетов, 20 палат в четырехэтажном здании вместе с цокольным будут принимать до 100 посетителей в смену. В подвальном этаже у нас расположены более технические помещения. Варочное помещение для приготовления пищи, всякие моечные, постирочные, технические помещения, оборудование вентиляционного и отопительного. На первом-втором этаже будут расположены специалисты разных профилей медицинского направления, медицинских различных. На третьем-четвертом этаже будут непосредственно палаты. Пока о степени оснащенности кабинетов и перечня услуг для пациентов говорить рано. Они еще на стадии утверждения. Но в Минздраве уверяют, что новая больница будет соответствовать всем современным стандартам. Это очень важный объект для населения 3 населенных пунктов, которые будут обслуживаться в данном медицинском учреждении. Это сельское поселение Кантышева, это Далаково и Гербек-Юрт. Эти 3 населенных пункта будут получать первичную медико-санитарную помощь, специализированную помощь в стенах этого здания. Кстати, старую больницу построили еще в 60-х годах. Изначально здание было предназначено как общежитие. Позже его переквалифицировали в медучреждение. Новое будет в разы лучше для жителей села. Это действительно долгожданный подарок. Удобство, во-первых, заключается в том, что пациент будет находиться наедине с врачом. Комфортное, то есть как пациент может спокойно рассказать свой анамнез, изложить свои жалобы, осмотр провести. Вот сейчас в нынешнем корпусе у нас в одном кабинете находится 3 врача. Новая больница будет не только комфортной. Сейчас строители заканчивают благоустройство двора. Здесь также возвели 3 гаражных бокса для карет скорой помощи и многое другое. На территории больницы имеется накопительный резервуар в случае пожара, там, для быстрого доступа к воде. Имеются очистные сооружения современные для биологической и ультрафиолетовой очистки. На территории также расположены трансформаторная подстанция и дизельный генератор, что способствует бесперебойному подаче электроэнергии в случае, если у населенного пункта не будет энергии, в любом случае больница будет работать. Срок сдачи объекта по документам – конец 2023 года. Специалисты уверяют, завершили бы раньше. Из-за санкционных последствий пришлось отказаться от зарубежного оборудования. Его заменят на отечественные аналоги. Хава Гагиева, Исмаил Кориков, Новости 24.